На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За первые 3 месяца 2025 года в республике изъято 93 аппарата по добыче криптовалюты. Заседание штаба по энергетической безопасности. Новое открытие готовят аспиранты в научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии. Продолжаем нашу рубрику об абхазских аспирантах. Мастерство каждого и слаженность действий. Секреты успеха баскетбольной команды «Крылья Абхазии». Начнем с официальной информации. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, избранный вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, представители общественности и школьники 20 марта возложили цветы к мемориалу жителям села Гвада, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии. Новый спортивный зал открыли в средней школе имени Агума в селе Гвада. На церемонии открытия присутствовали исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, избранный вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба. Спикер парламента приветствовал в своем родном селе избранного президента и вице-президента. Он отметил, что это большое событие для села. От имени жителей села Лаша Ашуба поблагодарил руководство страны за оказанную помощь. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба отметил важность всесторонней поддержки абхазских сел. Если мы сегодня не приложим все свои усилия к сохранению абхазских сел, будущее государства и народа будет сложным. Помощь нашим селам – это долг и обязанность государства. В селе Гвада, помимо открытия спортзала, многое предстоит еще сделать, сказал Гунба. За первые 3 месяца 2025 года, по данным МВД, в республике изъято 93 аппарата по добыче криптовалюты. Об этом на заседании штаба по энергетической безопасности сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. Борьба должна вестись не только с майнингом, но и с незаконным подключением к энергосетям, отметил в ходе заседания штаба исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба. О том, какие вопросы обсудил штаб и какие меры будут приняты, расскажет Анастасия Никонова. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел очередное заседание штаба по энергетической безопасности. Глава правительства отметил, что в предыдущий раз штаб заседал не так давно, но назрела необходимость обновить данные о проделанной работе. Новую статистику за 2024 и 2025 годы предоставил ИО министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. По итогам 2024 года у нас есть следующие показатели. Всего изъято, выявлено оборудование по добыче криптовалюты в 2024 году 2059 штук. Из них все они, естественно, помещены на склад хранения, находящийся под охраной. В 2025 году всего, по данным Министерства внутренних дел, изъято 93 машинки. Из положительной динамики могу сказать, что по данным за предыдущие дни, объем потребления электроэнергии, среднесуточный объем сократился с 10 миллионов киловатт-часов до 5,5, если говорить в среднем. Безусловно, в первую очередь это связано с повышением температуры воздуха. Люди перестают использовать дополнительное оборудование для обогрева помещений. Могу проинформировать, что Министерством энергетики и транспорта совместно с Госстандартом разработан законопроект о внесении изменений в статью 212 Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. И в установленном порядке, после всех процедур согласования, уже направлен в парламент. Если коротко, суть этого изменения заключается в следующем. На протяжении всей работы по борьбе с майнингом надзорные органы сталкивались с проблемой уничтожения. Санкция статьи предполагает конфискацию, но возникала проблема уничтожения, в связи с чем связано накопление этих машинок на
соответствующем складе. Данная законодательная инициатива, по словам НАНБА, полностью решит вышеупомянутую проблему. Тем самым у уполномоченных органов появится возможность при решении суда о конфискации майнинг-оборудования уничтожать его в установленном порядке. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба отметил, что новость о сокращении потребления электроэнергии в 2 раза связана в первую очередь с наступлением весны и потеплением, а не с усиленной работой в борьбе с майнингом. Отчитался на заседании штаба и исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел Руслан Ажиба. В связи с усилением борьбы с незаконной добычей криптовалют с 26.11.24 года по настоящее время всего по республике выявлено и изъято 423 аппарата и 19 видеокарт. В ходе проведенных рейдовых мероприятий было проверено 382 объекта по республике. С 10.01.25 года и по сей день было проверено 146 объектов, из которых выявлено 93 аппарата по добыче криптовалют. По районам могу сказать, 13 объектов в Гаграх было проверено, в Сухуми 130 объектов, в Ачимчирах 1, по Галскому району 2 объекта. Проблемой наряду с майнингом остаются и незаконные подключения к энергосетям, подчеркнул Владимир Делба. Майнеры – это не весь энергодефицит, мы же прекрасно с вами понимаем, да? Ну, есть еще и другие недобросовестные, значит, истории, о которых мы знаем. И в некоторых случаях даже гораздо больше по потреблению, чем майнер. Это тоже очень важно. Мы просто на этом, чтобы не останавливались только. По ходу идем, подключение там, колоссальное подключение, но это не майнинг. Но это что же незаконное? Правильно? Это что же обход, как говорится. Вот. Еще раз повторюсь, дорогие коллеги, за это слишком дорого мы платим. Слишком дорого. Платим, я имею в виду даже не в денежном выражении, а платим совершенно другим условиям жизни, отсутствием света, ограничением, ну и многим другим. Наверное, можно поступить по-другому, если мы еще лучше начнем с вами работать. Тенденцию на таком уровне создана комиссия под пристальным вниманием руководителя страны. Ну там точно мы должны понимать, что это все ветви власти поддерживают. О том, сколько единиц майнинг-оборудования было изъято ведомством в 2024 году, рассказал ИО заместителя председателя Государственного таможенного комитета Зураб Ашуба. Было изъято 733 единицы. Из них 18 единиц было уничтожено, они были под статусом конфискованы. 688 единиц находятся в таможенном комитете на ответственном хранении. С момента создания штаба, это с середины декабря 2024 года, было изъято 262 единицы. За последние 2 недели изъято 6 единиц. Борьба продолжается. Усиливаем позиции как на самом таможенном переходе, так и по посттаможенному контролю. Основная львиная часть изъята – это посттаможенный контроль. Уровень собираемости за потребленную электроэнергию в 2025 году ИО министра энергетики и транспорта назвал провальным. Процент собираемости за январь-февраль 2025 года составил всего 26,6%. Есть ряд, так скажем, объективных причин. Это и, так скажем, общественно-политические процессы, которые проходили в нашей стране. Но, несмотря ни на что, данные показатели считаю неудовлетворительными. И мы проводим, значит, регулярно совещания соответствующие. Март месяц должен быть показательным в этом отношении. ИО премьер-министра Владимир Делба призвал ведомство усилить работу в борьбе с майнингом и напомнил, что этот вопрос стоит на личном контроле ИО президента. Кроме того, Черноморэнерго поручено повысить собираемость за потребленную электроэнергию среди жителей нашей страны. В противном случае, примерно через полгода нас вновь ждет очередной кризис в энергетической отрасли и многочасовые отключения света. Анастасия Никонова, Сасрапа Гухава, Абаза ТВ.
Об утверждении межведомственной целевой программы на 2025 год развития демографии пойдет речь в ходе заседания Кабмина Республики в пятницу, 21 марта. Кроме того, министры рассмотрят вопросы об утверждении критериев обязательного контроля валютных операций, об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии за 2024 год, об исполнении бюджета Фонда обязательного медстрахования Республики за 2024 год, об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда за 2024 год, об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики за 2024 год, об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики. Информация МИД Абхазии. В средствах массовой информации появились сообщения об ограничениях на пересечение абхазо-российской государственной границы гражданами Республики Абхазия, владеющими также гражданством Российской Федерации. Министерство иностранных дел сообщает, что ведутся консультации с профильными российскими ведомствами. На данный момент никаких изменений в режиме пересечения абхазо-российской государственной границы нет. Республика Абхазия ссылается на то, что режим пересечения абхазо-российской государственной границы регулируется межправительственным соглашением о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Российской Федерации от 2 октября 2009 года, в соответствии с которым граждане Абхазии и граждане Российской Федерации могут пересекать абхазо-российскую государственную границу по одному из действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Республики Абхазия или Российской Федерации. По итогам консультаций с российскими коллегами МИД Абхазии предоставит дополнительную информацию по данному вопросу. Периодически появляется информация о выступлениях в Европе грузинских творческих коллективов, позиционирующих себя якобы абхазскими, в названиях которых упоминается Республика Абхазия, город Сухум. В частности, речь идет о так называемом государственном академическом ансамбле песни и танца Грузии, Абхазети хоре Шаварнаба и драмтеатре города Сохуми и других. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Абхазия. В нем также отмечается: в очередной раз подчеркиваем, что такие коллективы никакого отношения к Республике Абхазия не имели и не имеют. Такие выступления, а также невозможность наших коллективов из-за политики двойных стандартов выступать в тех же странах Европы в разные годы представляют собой своего рода попытки отменить настоящую абхазскую культуру, переписать историю нашего народа, выдающиеся представители которого творили в разных странах мира. В Республике Абхазия действует ряд государственных творческих коллективов, среди которых государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца республики. Однако коллектив не может гастролировать по миру с национальными паспортами Абхазии. Таким образом, нарушается неотъемлемое фундаментальное право граждан республики на свободное передвижение. Абхазская сторона будет продолжать ставить данный вопрос в повестку международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Конец цитаты. Судебные решения. Рудольф Сакания приговорен к 7 годам тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Решение Верховного суда Абхазии: он признан виновным в умышленном убийстве Раули Цацория 5 июля 2011 года в Бзыбском ущелье. Осужденный также выплатит 1 миллион рублей по гражданскому иску супруги и матери Цацория. Сакания был в бегах более 12 лет, его задержали 17 ноября 2023 года. Экс-гендиректору Абхазтопа Беслану Авицба назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 миллиона рублей в доход государства. В июле 2024 он был приговорен к 12 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Его признали виновным по 8 эпизодам за присвоение имущества в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. Сторона защиты обжаловала приговор Сухумского горсуда в кассационную коллегию Верховного суда, требуя направить дело на новое судебное рассмотрение. Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы, но внес изменения в части назначенных наказаний. Гражданский иск на сумму более 144 миллионов рублей в пользу Абхазтопа оставлен без изменений.
Программу российской помощи среднему и малому бизнесу в Абхазии представят в течение месяца. Сейчас готовятся нормативно-правовые документы. Предварительное финансирование составит 100 миллионов рублей, уточнила в интервью «Радио Спутник» ИО главы Минэко Кристина Азган. Еще одна программа, финансируемая из республиканского бюджета, уже принята Кабмином. В этом году на нее выделено 200 миллионов рублей. Азган уточнила, что госпрограмма поддержки малого и среднего бизнеса реализуется в Абхазии с 2022 года. Помощь по ней получили 160 предпринимателей. С каждым годом все больше жителей Абхазии с российским гражданством получают помощь в медучреждениях России по обязательному медстрахованию, заявил ИО министра здравоохранения Эдуард Будва. Ведомство будет усиливать работу в этом направлении, подчеркнул он на видеоконференции с представителями Минздрава России, Российского фонда медстрахования, Центрального института организации и информатизации здравоохранения, Фонда медстрахования и Минздрава Краснодарского края. О старте совместной работы объявили Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс и автономная некоммерческая организация «Общественный центр социальных инициатив» в рамках гранта Фонда президентских грантов Российской Федерации. Организация реализует проект, направленный на поддержку молодежных общественных инициатив в селах Абхазии. По словам руководителя отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Изольды Хагба, в 4 сельских школах республики в Гудаутском, Галском, Ачимчирском и Токмарчалском районах пройдут тренинги по социальному проектированию, в результате которых будут отобраны и поддержаны 4 молодежные инициативы. Поддержка инициатив будет включать в себя закупку всего необходимого для реализации проекта, консультационное и организационное сопровождение сотрудниками проекта. В школе села Пакващ, по словам Изольды Хагба, сегодня был проведен тренинг по основам социального проектирования. Также в рамках проекта запланировано создание условий для обустройства общественных пространств на базе школ в ряде сел Абхазии, в которых будет проведен косметический ремонт, закуплена мебель и техника. В селе Ацы, в селе Пакващ, в селе Шашиквары и в селе Локум. В этих школах для начала будет проведен двухдневный в каждой школе тренинг по социальному проектированию. Ребята, во-первых, будут введены в курс того, что такое проектирование, как писать проекты. Далее мы поддерживаем ту инициативу, которая победит. Из 3-4 ребята сами потом или школа голосует. Они выбирают один проект, который мы будем иметь возможность профинансировать. Вторым этапом, уже благодаря поддержке наших коллег, запланирована организация некого общественного пространства внутри школы. Это будет некоторая комната. У нас предусмотрен небольшой косметический ремонт, если нужно будет. Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута, посвященного античному наследию России и Греции. Эту возможность обсудил исполняющий обязанности главы Минтуризма Теймураз Хишба с представителями Русского географического общества, Института информатики и Центра «Античное наследие России» Натальей Белковой, Александром Хренковым и Христофором Константиниди. Планируется также создание туристического направления от Боспора к Византии, которое объединит византийские храмы Абхазии и юга России. Вышла в свет книга народного писателя Абхазии, кавалера ордена Ахтсепша первой степени Алексея Гогуа «Дневники 1993-2018». Она включает в себя дневниковые записи писателя, издана Абхазским государственным издательством. Это личные дневники нашего современника, живого классика абхазской литературы, народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Он описывает достаточно большой временной промежуток, период с 1993 по 2018 годы. Это второй том его воспоминаний, так как довоенный период уже описан в первом томе. Книга содержит в себе дневниковые записи, посвященные не только творчеству, но и общественно-политической жизни Абхазии этого периода. Уверен, читателю будут интересны философские размышления автора и его афористичные выражения, сказал корреспонденту Абснепресс редактор издания, писатель Анатолий Лагула. Новое открытие готовят аспиранты в научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии. Младший научный сотрудник Лана Гамгия последние 3 года работает над диссертацией о мутации генов и их влиянии на свертываемость крови. Мы продолжаем цикл о молодых аспирантах. Наш корреспондент Алиса Адлиба отправилась изучать неизведанные аспекты в медицинской биохимии.
Лана Гамге, выпускница Абхазского государственного университета. По окончанию факультета медицинской биохимии решила продолжить обучение в аспирантуре и параллельно совмещать учебу с работой в научно-исследовательском институте. Младший научный сотрудник последние 3 года работает над диссертацией о мутации генов и их влиянии на свертываемость крови. Эта работа важна, чтобы понять предрасположенность к различным болезням, таким как инсульт, мертворождение или же нарушение беременности. В 2019 году я окончила Абхазский государственный университет по специальности медицинская биохимия. В этом же году начала работать в этом институте, сначала старшим лаборантом. В течение 3 лет я осваивала различные методы исследования в области гематологии, биохимии, гемостазиологии. И в 2023 году решила поступить в аспирантуру еще. В этом институте имеется возможность и работать, и непосредственно учиться, поскольку набранный биоматериал мы сами же исследуем в этой лаборатории. В этом институте имеется несколько лабораторий, которые проводят ряд исследований, включая и иммунологические, биохимические, гематологические, гемостазиологические, микробиологические и прочие. Чтобы провести исследование, удалось произвести забор крови у 308 абхазов разных возрастных групп. Научная работа Ланы Гамге единственная на подобную тему в Абхазии, и она поделилась с нашей съемочной группой особенностями диссертации. Мне всегда было интересно вообще состояние внутренней среды организма человека в норме и при патологии, поэтому я выбрала именно это направление, а именно изучение генов полиморфизма. То есть интересно еще, помимо того, как работает внутренняя среда организма, еще и генетика, то есть как меняются гены, имеются ли вообще мутации в генах у людей относительно здоровых, или влияет ли этот полиморфизм в дальнейшем на свертываемость. То есть эти параметры показались нам с научным руководителем интересными, и поэтому решили выбрать это направление и именно эту тему диссертации. На сегодняшний момент в Абхазии пока нет ни одной работы, связанной с этой тематикой, и я надеюсь, что в будущем у нас получится написать хорошую работу. Основной задачей стояло изучение биоматериалов только среди абхазов, однако со временем появилась возможность для сравнения к изучению генов среди других этнических групп, проживающих на территории республики – русских, мингрел и других. Для этого исследования необходимо изучить отдельные гены в хромосомах с помощью полимеразной цепной реакции. К сожалению, в Абхазии этого метода у нас нет. То есть лаборатория ПЦР-анализа проводит, но изучение отдельных генов нет, поэтому собранный биологический материал мы замораживаем при температуре минус 70 градусов. В дальнейшем мы будем изучать эти гены, соответственно, либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве в сотрудничестве с другими специалистами. Лана Гамге также преподает в АГУ предмет по клинико-лабораторной диагностике. Она старается внедрить полученные на практике знания в свою программу для молодых специалистов. Наша съемочная группа узнала у Ланы, как ей удается совмещать работу и преподавание. Я еще занимаюсь преподавательской деятельностью. С 2024 года читаю практический курс лекций 3-му курсу, студентам 3-го курса по специальности медицинская биохимия. Это направление напрямую касается и моей диссертационной темы, поскольку клинико-лабораторная диагностика, как известно, является одной из важнейших областей в медицине, занимается исследованием различных биологических жидкостей, включая кровь, мочу, мокроту и ряд других биологических жидкостей. Поэтому врач-лаборант, он должен, во-первых, знать, как нужно осуществлять биоматериал, то есть преаналитический этап должен осуществляться в нужном порядке, поскольку неправильный забор биоматериала приводит к искажению результатов и неправильной интерпретации параметров. И свыше 60% результатов именно ошибок касается как раз-таки на этапе преаналитики. Поэтому, занимаясь преподавательской деятельностью, я еще объясняю студентам, как осуществляется правильный забор биоматериала, то есть преаналитический этап, далее уже аналитический этап, то есть самостоятельно студенты после того, как освоили теоретическую часть материала, они на практике сами ставят весь спектр анализа самостоятельно. И уже постаналитический этап – это уже интерпретация полученного результата.
Лана и ее научная работа стали для нас настоящим открытием. Ведь подобные исследования способны изменить мир медицины для Абхазии. Мы надеемся, что результаты ее работы помогут не только в понимании генетических особенностей абхазского народа, но и в разработке новых подходов к лечению и профилактике заболеваний. Алиса Адлиба, Сандро Облоти, Абаза ТВ. Аудиокниги, мультфильмы, мобильные приложения, YouTube-канал. Госуправление по языковой политике отчиталось о работе. Начальник госуправления Гунда Квициния рассказала об этом Абснепресс. Успорта управления Арина Хулькарыбна Пхкарат Успорту Аха Хара и Маримыз Амтока Хатаглан Ахаяха, а мне псат Феникс захцу, Шабасат Цехалсна Усурахалаги, Ацухтун Дюшуксу, Хара Усураханалагас. Рабхадзиргылана Браяхтаз и Хара Хараус Хацазва, специалист Феро, Аваро, Убрякон, и того ведутся на шасфа. Лапхалак терапия, архитектура, терапия существует, а хучка яхраба без физера не физха хучка, это не хамухана. Убри рхизхара дарит мрбакон, лапла аяшера. Ирзынар хупедарак штибажа вашу псас хуцва хучка. А что я нумет алапа аба. В принципе, я царки алудари вisa школа тежра, а хаважезы аналага аба ахцет, яйцердыруа аурс жларала кояхав, иштерват шара квас, амбала, цыца, хылпа абшабасио. Баскетбольная команда «Крылья Абхазии» вновь вернулась с международных соревнований с медалями. В этот раз из Абрау-Дюрсо с серебром. В турнире участвовало аж 3 состава команды разных возрастных групп. Одна из них и заняла 2-е место. Как говорит главный тренер «Крыльев», эти ребята еще ни разу не возвращались домой без призовых мест. В чем секрет успеха абхазских баскетболистов, выясняла Марианна Котова. Дисциплина, командная игра, где все спортсмены работают в связке, доброжелательное отношение тренера. В основном эти 3 фактора называют игроки «Крыльев Абхазии», когда просишь их рассказать, в чем секрет высоких результатов команды. Мне нравится, когда мы делаем комбинации, и у нас очень получается проходить под кольцо и забивать. Даже если мы когда не забиваем, все равно тренер говорит: все, молодцы, продолжайте в том же духе. Тренер очень хороший, он хорошо учит, понимаем его, он хорошо рассказывает, как все приемы делать, новые приемы учит нас. Вообще он хороший тренер. Когда мы балуемся, он кричит, ну заслуженно это. На недавнем турнире в Абрау-Дюрсо «Крылья» уступили только команде из Темрюка. Взяли серебро, но не расстроились, а сделали выводы. 11 номер с Темрюкского района. Он играет 7 лет, забивает хорошо, трехочковый, заходит до конца под кольцо. И я сделал вывод, что мне надо делать то же самое и добиваться больше успеха. Как говорит главный тренер Республиканской детско-юношеской спортивной школы Дмитрий Чартия, эти ребята еще ни разу не возвращались домой без призовых мест. 11 команд там участвовали с разных городов в России, и мы заняли 2-е место, в финале уступив команде «Темрюк». Там очень хорошие дети, ничего не могу сказать про своих, они достойно выступали. У них был до этого матч с Новороссийском в этот же день. И нам очень тяжело, нам досталась эта победа, мы отдали все силы, соответственно, уже на финальный матч сил уже не было. Дмитрий Чартия тренирует и «Крылья». Он и собрал эту команду в 2018 году. На первых соревнованиях еще не окрепшие «Крылья Абхазии» не смогли занять верхних строчек турнирной таблицы, однако за красивую игру получили 1-ю награду за волю к победе. Но с этого кубка и началась слава «Крыльев», которые теперь замахиваются все выше и выше.
17-й год я начал работать, там 3 детей у меня всего было, пока я сформировал команду, пока я сделал набор, пока я просил мячи там, и так далее, и так далее. Я даже помню, время было, когда команда только формировалась, у меня не было мячей, я получил эти мячи, нам подарил их Вячеслав Библая, директор торгового дома «Рубин», за что ему благодарен очень. Я помню, он прям без вопросов подарил мне эти мячи, и я их с ними таскался. У нас с мамой была одна машина, и то мама ездила, то я ездил. И вот иногда, когда она ездила, я же не мог маму сейчас попросить машину. Я приходил с этими мячами в маршрутку, садился, оттуда во меня выгоняли вечно, говорили, ты слишком много мест занимаешь. Потом, когда выгоняли, я бежал за троллейбусом. Ну, были такие тяжелые времена, которые меня очень хорошо закалили. И вот сегодня закалили мою команду. Как говорят родители юных спортсменов, спорт идет на пользу детям, как способ физического и интеллектуального развития. Да и дисциплине они учатся на тренировках и соревнованиях. В наше время очень много дети проводят за телефонами, за компьютерами, а спорт нужно развивать. Спорт в наше время играет очень важную роль для ребенка. Наш тренер вносит огромный вклад в воспитание наших детей. Он как второй отец для наших детей, и мы всегда ему доверяем. Когда у нас какие-то проблемы, мы можем спокойно подойти к нему, довериться. Он имеет такую особенность, что он может уделить каждому ребенку внимание. Он смотрит на его общение внутри команды. Наши дети очень дружные, вся команда очень дружная. Поездки очень объединяют, турниры, соревнования. Дети приезжают воодушевленные после этого. И, естественно, это и влияет и на их развитие в обществе, в социуме, и в школе. И в дальнейшем они себя чувствуют более уверенно. Сами спортсмены признаются, что игра в команде, где от мастерства каждого и слаженности действий зависит результат всей команды, доставляет им особую радость. Мне очень нравится играть в команде с другими людьми, побеждать, отдаваться на 100% на поле, не упускать ни один мяч. Мне как-то по душе играть. Командная игра. Больше всего я люблю, чтобы играли комбинации, звезду. Звезда, мы встаем, каждый по своей позиции и пасуемся. Забегаем к кольцу, даем пасы и бросаем. Как говорит тренер «Крыльев», для ребят баскетбольное поле – маленькая жизнь, где они учатся дружить, помогать друг другу, справляться с завистью и злостью. В общем, готовятся к жизни настоящей. Происходит и предательство, и обман, и поражение, и победы. Там, где они проживают свою жизнь, именно маленькую жизнь в этом маленьком помещении, так скажем, который в дальнейшем дает хорошую для них закалку. Потому что на сегодняшний день самые надежные по статистике люди, лично мои, это именно люди-спортсмены. Это те люди, которые проходят большой, они когда борются физически, не только со своим телом борются, они борются с самим собой. И это в дальнейшем им дает именно в работе, они будут где-то работать. Там даже, когда будут какие-то поражения, они будут знать, как нужно встать, чтобы дальше уже продвигаться по карьерной лестнице и так далее. Более 230 детей тренируются и воспитываются сегодня в детско-юношеской спортивной школе. И это еще не все кубки, которые они сумели завоевать на республиканских и международных соревнованиях. Марьяна Котова, Сосрыква Гухава, Абаза ТВ. Сейчас о погоде. В пятницу, 21 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами возможен дождь, туман. Днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег. Атмосферное давление высокое, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 1 до 6, днем от 5 до 10 градусов. Температура морской воды 11 градусов, волнение морской воды значительное и умеренное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.